Есть в мире города, где навсегда поселилось время. Их камни и стены хранят не просто эпоху, этапы развития цивилизации. И в то же время эти города, а их не так много на земном шаре, сумели не превратиться в музеи. И многонациональная семья народов и в 21 веке не покинула эти стены. Халашка, улыбайся, халашка, туда. Таков Дербент. Древний, шумный. Кажется, он был всегда и всегда будет. И всегда были и будут в многонациональном Дербенте лезгины. Один из коренных народов Кавказа. Россия, ты любовь моя! Мой древний город, ты велик, врата Кавказа, о Дербент, священен твой прекрасный лик, и равных больше тебя нет. На стыке севера и юга, на стыке двух стоял миров, не понимающих друг друга, где проливали вечно кровь. Соединил воедино ты всех враждующих сторон, город вечный и единый всех народов и племен. Ты трех религий был оплот, сажая веры семена, и с верой здесь живет народ во все лихие времена. Мой древний город, ты велик, врата Кавказа, о Дербент, священен твой прекрасный лик, и равных больше тебе нет. Дербент упоминается в Библии, упоминается в Коране, упоминается в лезгинском народном героическом эпосе «Шарвели». Гуляя по его узким улочкам, рассматривая дома, заглядывая на рынок, мы читаем его подлинную историю. Но сердце города – его цитадель. В данное время мы с вами находимся у восточной стены Дербентской крепости. Хотя оборонительные сооружения Дербента состояли не только из этой цитадели, которую вы видите, а дербентские оборонительные сооружения состояли из трех оборонительных частей. Две параллельные стены с того угла и отсюда, с того угла, спускались вниз, пролет где-то 400 метров, и входили в море почти на 500 метров, закрывая равнинную часть. Это была первая оборонная система города. Вторая – сама цитадель. По периметру около километра 4,5 гектара земли. И с западного угла, оттуда вверх, шла еще стена 42 километра до Малого Кавказского хребта, до табасаранского селения Хучни. Общая протяженность оборонных систем составляла более 70 километров. На Ближнем Востоке аналогичной крепости нет. Но история – это не только камни и стены. История – это люди. О лезгинах, о городе Дербенте говорят еще в связи у Геродота, когда скифы преследовали кемерийцев на Кавказ. Вот история Геродота, они упоминаются в Каспийские ворота. Это во-первых. Во-вторых, у ГКТ Милетинского, тоже Милецкого, 6 век. То есть лезгины обозначаются на исторической арене тогда. Но надо сказать, тогда они не назывались лезгинами. Лезгинное само название появилось в связи с арабской транскрипцией. Они были, по-лезгински она звучит как лек, орел, по-грузински как леки, орлы.
И дальше, значит, по-арабски, так как невозможно было лег написать по их орфографии, по алфавиту, можно было написать как лак. Место, где лак жили, лакз. Поэтому Лакзини, Лакзистан, и оттуда появилось название, это где-то даже ближе к 10-11 векам. Невозможно лезгин отрывать от лезгиноязычных народов. Это вкупе, вместе, соборно они жили и всегда имели, а вообще Кавказская Албания, она всегда была как бы союзом царств. В современном Дербенте проживает 120 тысяч человек. Больше всего по численности представителей лезгинской языковой группы. Агульцев, лезгин, рутульцев, табасаранцев. Ну, конечно, даже в районе, в нашем районе есть наречия. И если так, в самом нашем районе где-то 5-6 наречий языков. В разном ущелье уже свое какое-то отдельное. 3 километра от села уже наречие другое. Салих Рамазанов агулец. Родился в селении Тпик, но уже почти 25 лет живет в Дербенте. Дербент – это как столица, первая столица самого Дагестана. Это самый и торговый, и культурный, и такой вообще религиозный, считаю, центром был всего Дагестана и прилегающих вообще других республик. Значение Дербента для всех народов Дагестана очень большое. История древнего мира оживает у стен великой крепости Нарын-Кала. Это и есть знаменитые со времен древних цивилизаций Каспийские ворота. Единственный переход, который соединял первобытно-общинный север и богатый земледельческий Ближний Восток. Сам холм, вы сейчас увидите, является крепостью. Оставалось лишь 3,5 километра равнинной части, чтобы огородить и пустить стену далеко в горы, до Малого Кавказского хребта. Тем самым перекрыли путь кочевым племенам в VI веке нашей эры, когда образовалась огромная держава Сасанидский Иран. Иранские правители решили полностью огородиться. Хотя до этого, я уже повторял и говорил, 2700 лет здесь стояли оборонные сооружения местного значения. То есть дагестанские народы Кавказской Албании, которые, вы знаете, было построено как по всему Дагестану, так и на этом холме располагался оборонные системы, позволяющие защищать, естественно, только себя. И вот когда стало передвижение великих народов, великих кочевых племен, необходимо было уже более массивный, более большим державам огородить вот этот участок и перекрыть путь на Ближний Восток. Не только, между прочим, строили, говорят, сасаниды, помогали и другие государства Ближнего Востока, чтобы лишь огородиться от кочевых племен, которые шли с севера. Лезгины испокон веков, насколько древние источники даже о них упоминают, много тысяч лет живут на своей исторической земле. Эта земля в разные периоды входила в состав разных государств, различных государств. Но эта территория обозначается от Дербента к югу, в разное время охватывая разные границы. Так в составе албанского государства, Кавказская Албания, возникла после распада Урарту в VI веке до нашей эры. И так как в составе Урарту были лезгинские народы и плюс народы дагестанские тоже, они образовали государство Албании. Это от имени бога, языческого бога Алпан, бога огня. Вот. Верующие в бога огня Алпан, их называли албанами. Сегодня лезгины разделены между двумя странами. Они живут в Южном Дагестане и Северном Азербайджане.
граница проходит по реке Самур. Река Самур – срединная река. Ты боль земли несешь издалека, с тех дальних гор, где твой сокрыт исток. Ты с запада стремишься на восток. О, если б эти воды унесли печаль тобой поделенной земли, и море навсегда б принять смогло то горе, что мне на сердце легло. Мне кажется, безмолвная вода не землю, сердце делит навсегда. Лезгины говорят, эта река будто проходит по сердцу одного народа. А само сердце всех лезгин находится в древнейшем городе Ахты. Его называют сердцем Лезгистана, центром Самурской долины. И это является родиной многих ученых и ремесленников. Ахты известен с древнейших времен. В настоящее время мы находимся на легендарной горе Алясхев. Эта гора связана в первую очередь с именем Шарвели. Это имя известно каждому ахтынцу, лезгину с самого детства. И мертвым его никто не видел. И оставил народу завещание. Если когда-нибудь враг преодолеет вас, приходите к горе Алясхев и трижды кликните «Шарвели, Шарвели, Шарвели», и я приду и помогу вам. Вот такая легенда есть. Где бы ни жили лезгины, они гордятся своим Шарвели. И это не случайно. По мнению ученых, в мире около 1000 древних народов, и из них только у 30 сохранился свой эпос. И лезгины входят в это число избранных. Имя Шарвели, кроме ахтынцев, кроме лезгин, нигде больше и не встречается. Тоже, что интересно. И сейчас, когда вот не ставят на это имя, не называют этим именем младенцев, они боятся, что они не могут быть достойны его имени. Это утренние зори. У нас в народе так принято в старину, когда какие-то события, свадьба. Это обычай, когда зурначи поднимаются на эту гору. Отсюда, как со смотровой площадки, все видно и все слышно. И они оповещают население о каком-то событии. Например, призывают на какие-то трудовые работы, общие там, общественные работы, или призывают на свадьбу. Свадьба – дело серьезное. У лезгины в Дербенте и в селениях Южного Дагестана большая роль в поиске пары отводится родителям. Но выбор все равно остается за молодыми. При этом родители стараются, чтобы молодожены были из одного социального слоя. Так брак крепче. Супруги Гаджимурадовы из Дербента до сих пор благодарят родителей за личное счастье, детей и внуков. Я учился, поступил на первый курс факультет советской торговли. Тогда был Всесоюзный заочный институт советской торговли. В Москве филиал в Махачкале был. Но в те годы мы иностранный язык в селении не проходили. И получилось так, мне надо было контрольную помочь. Но я как-то старался делать, и тогда мне нужна была помощь. А мать приехала в селение, моя говорит, ты уже там взрослый, надо будет там жену найти, невесту и так далее, и так далее. И наш друг, покойный старше меня, преподаватель университета, мы его называли Гамзат Малим. Малим – это учитель, да. И мы с ним пошли домой, вот, к моей супруге, да. И он мне говорит, вот, говорит, 2 девушки выходят, говорит, я эту контрольную тоже взял. 2 девушки, говорит, выходят, говорит, какая тебе нравится?
А я такой стеснительный, вообще далекий был от этих вопросов. Я говорю, мне все равно. И получилось так, что когда мы маме рассказали, отец тоже был в Махачкале, маме рассказали, и выясняется, что на следующий день уже пошли кольцо одели. Вот этого слова матери достаточно было. По сей день помню черный ларец духи, который они принесли, платок один и колечко. Конечно, моя мама сказала, вот такие люди приходили. Я даже сама, для меня неудобно было, и ей как-то даже неожиданно. Вот так как я еще училась. Вот пришли, сказали, можно прийти. Ну, можно, сказали. Тогда, когда только сказали мне об этом, сказали, да, такое-то. Я не знаю, то ли это глаз судьбы был или что, или наитие свыше, что было, не знаю. Но, в общем-то, я раз сходу сказала «да». Даже мама испугалась, сказала, мы же их не знаем, говорит, ты же его не знаешь, ты совершенно не знаешь человека. Я говорю, не знаю, вот, да и все. О том, как жены лезгин готовят, ходят легенды. И каждый сезон блюда меняются. Только одного хлеба у лезгин более сотни названий. Чисто исконный лезгинский ахтынский хлеб мы печем здесь. Это наша печь. Наша печь, это лезгинский хар называется. Домашняя пекарня. Мы делаем чуду с травы, вот, пожалуйста. С мясом, с картошкой здесь. Здесь алыге делаем. Это как пицца называется. Но по-нашему это алыге. Алыга, знаете, что такое? Нет, да? Это итальянцы взяли с нас. С ахтынцев. С лезгин взяли они. Это наша пицца. Это наша исконная. Это алыга исконная. Знаете, что означает? Красивое, круглое такое, аккуратное место. Вот когда мы ходим куда-нибудь в гости, как алыга дахча. Сад как алыга. Вот так называется. Вот. Это алыга мы делаем. Сейчас вам дадим пробовать. Еще вот чудо сделали мы. С травой, с мясом, с картошкой. И хлеб черный, пожалуйста. Хлеб сделали мы серый. И я вам скажу, по сравнению с тем, что мы едим, это по мере, как они, соответственно, и так и работали. Вот мне вот рассказывал мой отец, уходя утром рано на сенокос, с собой брали 16 таких лавашей, пол туши барана, топленое масло 3-литровый баллон, сыр и кислое молоко. 2 человека. И к вечеру они приходили голодными. Первый добавлю. Это моя. А еще из пшеницы лезгины изготавливают особый напиток. Этот рецепт пришел к нам из далекого прошлого. А потом добавлю это мука. А потом немножко это. А потом приворачивать так. Это буду поставить сутка. 2 сутки. А потом будет хороший, вкусный тач. За он газур матери брус в дехабархан. Так это процедура. В данное время мы с вами находимся у северных стен цитадели Нарын-Кала. Если вы сейчас посмотрите, охватите все это вокруг, вы видите, как огромно, 4,5 гектара земли. Вот это западная сторона, вот видите, мощнейшие стены. И в круговую мы подходим к северной стороне.
Вот здесь, на этом месте, когда-то стоял огромный дворцовый комплекс. Здесь стоял четырехугольное здание, в середине двор, восьмиугольный бассейн, бились фонтаны, бегали павлины, цвели розы. Увы, ничего не осталось. В древней крепости Дербента Нарын-Кала сегодня много туристов. Люди из разных стран мира приезжают посмотреть на это уникальное древнее сооружение. И поражаются, почему не побывали здесь раньше. В 2015 году Дербенту исполнилось 2000 лет. Но иностранцы, да и россияне, во многом только открывают для себя этот город. Пытаются сориентироваться в многоголосии шумного рынка или расслышать в звучании незнакомых инструментов привычные мелодии. Эти мелодии вобрали в себя многовековую историю этих мест. А еще ветер, что дует с Каспия, и эхо, что доносится из далеких горных ущелий. И в этом звуковом ряду музыка лезгин – камертон души этого народа. А в семье Шахмурадовых из Дербента музыка еще и профессия. Я с детского возраста, меня определили в музыкальную школу. Я в музыкальной школе на гармонии немножко играл. Повезло мне, поступил и закончил Московский государственный институт культуры, факультет оркестрового дирижирования. 1977 года, с ноября месяца. И по сегодняшний день я работаю руководителем этого оркестра. Ровно 37 лет творческой работы. И один праздник проходимый, что связано с лезгинским народом, не проходит без народного фольклора, без танцев лезгинских, без песен лезгинских. У Насира 3 детей. 2 дочери тоже профессионально занимаются музыкой и тоже интересуются фольклором. Ты представитель какой национальности? Лезгинка. Пой на лезгинском языке. Для меня это вступительный экзамен, и я просто в шоке была. А говорю, а можно? Нужно. И я начинаю петь, я такая вся вот растерялась, а потом думаю, да ну что мне терять? Я как торпеда начала петь. И так вот спела, кстати, ту песню, которую папа говорил, Маги Дельбер, лезгинская народная песня. Он ее оркестровал, когда, будучи был студентом в Институте искусств. Кардан давай, кахрабаяр Маги Дельберчан, карасути цел абатна Маги Дельберчан. За свою историю лезгины сменили несколько религий от поклонение Луне, Вардс, Мен, поклонение Солнцу, Ра по-лезгински. И дальше потом поклонение огню, Алпан. И приняли в 1943 году греческого летоисчисления Северная Албания приняла христианство от апостола Елисея. Собственно говоря, государственная религия, полугосударства Албании приняла христианство на 272 года раньше Армении, раньше Рима. Мечеть, мусульманская Джума-мечеть, она построена на фундаменте албанского базилика с колоннами великолепными. Вот здесь, на территории крепости, выше есть крестово-куполный храм, тоже построен албанцами. Вот опять-таки вот последняя религия, которая, значит, к лезгинам пришла, это религия ислам. Тоже, естественно, если сказать, что это было добровольно, не приходится, потому что исторические документы показывают, что до последнего христианские лезгины боролись за свою веру. И когда уже мужского населения уже не было, как говорится, в малом количестве, тогда насадили ислам. Раньше клялись слово лезгина.
То есть никаких договоров не надо. Слово лезгина, да, там уже вешаться, но выполнить надо. Поэтому честь лезгина, ях, намус, вот это все очень ценится у нас. Потом имя тухума, то есть рода, очень ценится. Если ты позоришь свой род, ты будешь изгоем не только в роду, в селе, в городе, то во всем пространстве лезгинской общности. Лезгины гордятся своим прошлым. Быть лезгином в их устах это звучит не только как национальная принадлежность. Это принадлежность к великой истории. И тебе лишь доверено прожить один из фрагментов судьбы древнего народа. И непременно сохранить свои корни, истоки, свои обряды, свою музыку и свои ремесла. И свой Дербент, который, как каменная книга, никогда не будет прочитан до конца. И будет день наверняка, настанет власть империй. Словам чужого языка, традиции мы верим. И царь нам будет, кто жесток, и дух наш будет смирен. И в этот день, о дай мне Бог, не жить в подлунном мире.